Пашинян призвал продолжить протесты. Крым отметил 1 мая, далее подробно. В столице Франции, Париже, 1 мая произошли традиционные первомайские демонстрации профсоюзов, левых активистов и националистов, которые переросли в столкновение леворадикальных активистов движения «Черный блок» с полицией. По данным Reuters, французская полиция применила слезоточивый газ и водометы во время беспорядков. Около 200 человек были задержаны. Информагентство сообщает, что десятки тысяч человек вышли на улицы в Париже. Колонны профсоюзов должны были пройти от площади Бастилии до площади Италии. Однако движение демонстрантов было прервано из-за присоединившихся к шествию леворадикальных активистов движения «Черный блок». Около 1200 молодых людей в черном и с закрытыми лицами стали забрасывать полицейских коктейлями Молотова и разными подручными предметами. Демонстранты били на своем пути витрины магазинов и банков и поджигали мусорные баки. Лидер оппозиционной партии ЕЛК Никол Пашинян призвал возобновить акции гражданского неповиновения по всей Армении после того, как республиканское большинство в парламенте проголосовало против избрания его премьер-министром. Кандидатуру Пашиняна поддержали 45 членов парламента, в то же время 55 проголосовали против. Законом Армении предусмотрено, что в случае, если премьер-министр не избирается на специальном заседании парламента, то через 7 дней проводится новое голосование. Если премьера не избирают во второй раз, парламент распускается и назначаются новые выборы. Подконтрольный Кремлю глава крымского правительства Сергей Аксенов во время первомайского парада поздравил с праздником жителей оккупированного полуострова. Всех крымчан поздравляем с Днем весны и труда. На самом деле праздник хороший, традиционный для нас. Все помнят, и взрослые, и дети сегодня уже приучены к этому, что мы ходим на демонстрацию. Те, кто жил в Советском Союзе, помнят, как это происходило. Там все ехали после демонстрации на Маевку. Корреспондент Крым Реалии сообщил, что на шествие созвали многих работников бюджетных учреждений, студентов и чиновников, а также участников ветеранских организаций. Российский глава Евпатории Андрей Филонов намерен расторгнуть договоры с владельцами городских пляжей, если до 5 мая они не, цитирую, «наведут порядок и не проведут уборку территорий». Конец цитаты. Как сообщает сайт российского правительства Крыма, 5 мая состоится очередная выездная проверка пляжей Евпатории. По словам российского главы города, ситуация с пляжами, которые расположены вдоль Симферопольского шоссе, цитирую, «совсем не радует». Делегация Украины на заседании Комитета ООН по информации накануне заявила, что, цитирую, «Россия систематически и массово нарушает основные права и свободы человека в Крыму». Конец цитаты. Об этом сообщает сайт постоянного представительства Украины при ООН. Представители Украины в ООН отмечают, что, цитирую, «Россия, признанная оккупационной властью резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, запустила систематические и массовые нарушения основных прав и свобод человека в Крыму. Журналисты и активисты, которые осмеливаются сообщить мнение, которое отличается от позиции оккупационных властей, систематически подвергаются преследованиям, задержанию или допросу», говорится в сообщении. Публичных комментариев российских властей Крыма по этому поводу нет. На трассе Симферополь-Евпатории 1 мая произошла автомобильная авария при участии частного микроавтобуса «Форд» и автомобиля «Шкода Рапид», сообщает Крымское управление МЧС России по Крыму. По данным российского информагентства РИА Крым, в аварии пострадали 9 человек, из них 5 дети. В Крымском управлении МЧС России не уточнили число пострадавших. За прошедшие сутки крымские спасатели 4 раза привлекались к ликвидации последствий ДТП. Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» сыграет в финале Лиги чемпионов, который в конце мая пройдет в Киеве. В полуфинале команда по сумме 2 матчей обыграла мюнхенскую Баварию из Германии. Мадридская встреча закончилась боевой ничьей 2-2. В другом полуфинале сегодня встретятся итальянская «Рома» и английский «Ливерпуль». Игра состоится в Риме. Первый матч остался за англичанами. Красные выиграли у «Волков» со счетом 5-2. И о погоде в Крыму. Температура воздуха на данный момент плюс 12 градусов, на Чонгаре и в Новоалексеевке плюс 13. Керченская паромная переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Приветствуем радиослушателей, настроившихся на самую крымскую волну в эфире радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня, как обычно, вас ждут последние новости и интересные темы. Как обычно, вы можете звонить в наш эфир, высказывать свое мнение и задавать вопросы нашим экспертам. Набирайте номер телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на материковой части Украины. Тема дня. Сегодня будем говорить о том, почему российские силовики в Белогорске арестовали крымско-татарского предпринимателя Рисуля Велиляева, с какой целью бизнесмена вывезли с полуострова и этапировали московское СИЗО Лефортово, и является ли ситуация с Рисулем Велиляевым очередным актом запугивания в Крыму. Все эти темы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как в нашем сюжете расскажем подробнее о том, кто такой Рисуль Велиляев. Крым в центре внимания. 2 месяца в московском СИЗО Лефортово проведет крымско-татарский бизнесмен Рисуль Велиляев. О его этапировании на территорию России сообщила крымская журналистка Лиля Буджурова. По ее словам, Велиляеву вменяют статью 238 Уголовного кодекса России. Производство, хранение либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Очень нестандартная даже для Крыма ситуация. Отправили его в Лефортово. За что? Вы не поверите. За найденные якобы в принадлежащем ему магазине просроченные продукты. И такого рода злодеяния, которых, если они действительно имели место, в каждом супермаркете и каждом полуподвальном гастрономе хоть пруд пруди. Компетенции только московского суда. Понятно одно, никто сегодня в Крыму не может себя чувствовать в безопасности. Ни стар, ни млад, ни богач, ни бедняк, ни здрав, ни хвор. И это самый главный месседж, который нам всем отправлен. Рисуль Велиляев известен на полуострове как бизнесмен и меценат. Его дистрибьюторская компания «Крымопт» работает на полуострове с 1997 года. Кроме того, Велиляеву принадлежит торговая сеть «Гузель». Также он был депутатом Верховной Рады Крыма 4-го созыва. В 2010 году избирался в Белогорский районный совет. Был делегатом Курултая крымско-татарского народа. Но после аннексии Крыма прекратил политическую деятельность. В 2003-м Велиляев создал благотворительный фонд имени крымско-татарского поэта и ученого Бекира Чобанзаде, а также инициировал установку ему памятника в Белогорске. Фонд выделяет средства на стипендии одаренным детям, занимается обеспечением больниц и школ, поддерживает крымско-татарскую культуру. 26 апреля российские силовики провели в Белогорске массовые обыски в домах и на объектах, связанных с Велиляевым. Следком России начал расследование якобы из-за нарушений требований безопасности на предприятиях. Трансляцию с места событий в тот день пытались вести участники движения «Крымская солидарность». Периодически у активистов возникали конфликты с сотрудниками ОМОНа, которые запрещали им снимать. Позже прекратить видеосъемку попросил сам Рисуль Велиляев. Давайте так, не снимайте, езжайте, и мы тут с вами разберемся. Хорошо? Хорошо. Давайте сверните. То есть сюда вам не угрожает? Нет, мне не угрожает, у меня все нормально. Единственная моя просьба, ребят, чтобы не было, и мы здесь разберемся. После обыска Рисуля Велиляева и директора его компании Али Бариева увезли на допрос в Симферополь. В комментарии «Крым Реалии» программный директор Крымского дома Али Малиев рассказал, что считает дело Велиляева политически мотивированным. Успешный человек – это тот, который имеет материальный достаток, и тот, который готов им жертвовать во благо народа. Часто среди таких людей называли Рисуля Велиляева, который поддерживает сохранение и развитие казахстанской культуры, образования, науки через различные проекты, а также духовность. Он построил одну из самых красивых современных мечетей в Белогорске, откуда он родом. И когда я читаю новость о том, что он находится в тюрьме в Лефортово, я прекрасно понимаю, что это не тюрьма о гнилых помидорах, да, в которых его сейчас пытаются обвинить. Это тюрьма у вот этой кощунственной машины репрессий, которая существует сейчас в России. Для России, для оккупационной власти в Крыму, сохранение национальной идентичности крымских татар – это вопрос российской национальной небезопасности.
По мнению историка и писателя Гульнары Абдулаевой, причиной ареста Велиляева мог стать его бизнес. Честно говоря, я так лично близка не была, знакома с этим человеком, но, конечно же, мы знали его все по Крыму. Это действительно был человек, которого можно было назвать смело меценатом. И деньги он, в общем-то, инвестировал в разные проекты достаточно много, и, в принципе, и очень много он помогал людям. Я так думаю, политическая подоплека определенная есть, но, наверное, все-таки это больше связано 50 на 50 политика, 50 на 50 бизнес. Потому что наверняка кто-то положил глаз на его бизнес, это может быть как один из вариантов, да, но с другой есть предположение, что возможно, он там помогал финансово людям, которые сегодня, которых мы называем политзаключенными, которые в Крыму находятся, оплачивал там услуги адвокатов. Это возможно, то есть это не доказываемо, но вполне вероятно. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров назвал действия российских силовиков продолжением репрессий против крымских татар. Крым в центре внимания. В эфире радио Крым Реалии. Сегодня говорим о том, почему российские силовики арестовали в Белогорске крымско-татарского предпринимателя Рисуля Велиляева и почему его отправили в СИЗО Лефортово в Москву, если инкриминируют статью о нестандартном хранении продуктов. С нами на связи активист крымско-татарского национального движения Нариман Джилял. Доброе утро, Нариман. Доброе утро. Для наших слушателей расскажите, чем все же известен Рисуль Велиляев на полуострове, да, и насколько значима его фигура, и насколько был успешен его бизнес? Ну, следует сразу подчеркнуть, что Рисуль Велиляев действительно один из крупных крымско-татарских бизнесменов. То есть среди крымско-татарского народа это достаточно известный и благодаря, в принципе, финансовому состоянию и благодаря тому, как он его тратил, а именно выделял часть заработанных средств на социальные, культурные нужды и так далее, это очень известная фигура. Хотя, конечно же, сказать, что это самый богатый человек, абсолютно нельзя. Но среди крымских татар есть небольшое количество, скажем так, людей-бизнесменов, которые, на устах, скажем так, у большинства людей, то есть достаточно известны. В свое время это был Ленур Ислямов, когда он занимался бизнесом, поддерживал телеканал АТР, вкладывался в проекты, в частности, в снятие первого крымско-татарского фильма «Хайтарма». Это был и Рисуль Велиляев, и можно назвать, наверное, еще пару фамилий. Поэтому действительно арест и вообще вот вся ситуация, происходящая с Рисулем Велиляевым, она вызвала очень широкий резонанс. Тем более, что в последние годы он вел себя достаточно спокойно, имеется в виду, ни в каких авантюрах не участвовал, в политике замечен не был, а исключительно его имя всплывало в средствах массовой информации как мецената, человека, который тратил средства на культурные или социальные проекты. Самый известный, уже говорили у вас в эфире, это поддержка фонда Бекира Чубанза, который в целом занимался выпуском литературных произведений, проведением конкурсов и так далее, и строительство мечети в городе Белогорске. Вот, наверное, самые такие значимые проекты. Поэтому причин очень много, хотя, вы знаете, с российскими силовиками очень сложно. Мы до сих пор можем гадать над тем, зачем пытали Рената Параламова. Понять сложно вообще-то, да, почему именно он. Или почему проходят обыски именно в этом доме, а не в том. Тоже такая логика вроде присутствует, но между тем возникает вопрос, а почему есть более очевидные фигуры, у которых могли бы силовики проводить какие-то акты устрашения. С Рисулем Велиляевым вроде и есть логика, и в то же время непонятно, почему с ним таким образом поступают. Ему инкриминируют сейчас 238-ю статью, да, это нестандартное хранение продуктов. Когда проходили обыски, именно об этом шла речь, если вам известно, возможно, либо уже было после принято решение возбуждать дело именно по этой статье, не совсем стандартное, да, для этой ситуации?
В принципе, с самого начала, да, когда проводили обыски и в дальнейшем задержание в Следственном комитете, когда он находился, по нашей информации, действительно ему официально предъявляли как бы 238 статью, точка 2, часть 2. Это деяния, те же деяния, совершенные там группой лиц и так далее. Действительно очень смешно выглядит вот весь этот цирк из-за вот такой статьи, да, ну, хранилось там что-то, если даже, не доказано, кстати, да, если даже там что-то хранилось и так далее, то, как бы, ну, зачем аж таким образом это все производить, наполнять целый город силовиками, разными подразделениями, машинами и тому подобными вещами. Поэтому у людей сразу же возникли вопросы и подозрения, что это всего лишь как бы прикрытие. На самом деле Рисуля Вилляевой якобы преследуют по каким-то иным основаниям, а не по таким, да? Потому что, как верно написала Лилия Буджурова у себя в посте, которую вы цитировали, что, ну, в любом магазине можно найти там какую-то продукцию, которая не соответствует или качеству, или условиям хранения и так далее. И это, в принципе, решается совершенно иными способами, без вот таких войнушек. Ситуация вот очень сложная и непонятная, исходя из этого. Более того, вызвало вопросы то, кто проводил обыск, то есть протокол обыска подписывал следователь отдела Следственного управления, связанного с преступлениями, направленными или совершенными в случаях там, использования запрещенных методов войны там, и так далее. То есть какой-то исследователь там не совсем подходящий был с этой точки зрения, то есть не по борьбе там, с экономическими преступлениями, а какие-то уж очень там смахивающими на военные или там какие-то другие преступления. Активист Крымско-татарского национального движения Нариман Джилял с нами на связи. Оставайтесь, пожалуйста, примем звонок от нашего слушателя и продолжим интервью. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос? Здравствуйте, это с Белогорского района звонок. Значит, никто не умаляет заслуги Вилляева. Вот, он очень много построил в Белогорске, и меценат, и так далее, и так далее. Но как силовики, значит, утечка информации, что в его красивой мечети нашли оружие. Вот. А главное то, что он, значит, наши деньги, которые мы покупаем у него товары, он переправлял на Украину для поддержания Чубарова, Джемилева и Ислямова. А откуда у вас информация, откуда вы услышали информацию об оружии в мечети? Это вы в СМИ прочли? Значит, это люди близкие, значит, вхожие к силовикам. Спасибо большое за мнение. И я напомню, наши номера телефонов 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 29 05, если вы находитесь на материковой части Украины. С нами на связи активист Крымско-татарского национального движения Нариман Джилял. Вот такое мнение имело место быть. Как вы его прокомментируете? Вы знаете, любой бизнесмен, в том числе Рисуль Вилляев, это не обязательно белый пушистый человек. То есть это обычный человек, который может совершать разные поступки, иметь как друзей, так и недругов, тех, кто его благодарит, и тех, кто на него обижается. Но вот подобных утечек информации я вам могу называть каждый день по 20-30 штук. Я не думаю, что данный человек был настолько неосмотрителен, глуп и так далее, чтобы содержать, там, допускать в мечети оружие и так далее, и так далее. Более того, если подобное имело бы место, почему ему не предъявляют хранение, распространение или чего-то там оружия, участие в каких-то там вооруженных нападениях или там финансирование вооруженных людей и так далее. Ну, как бы вменяют вину хранение, там, сбыт, производство и так далее, какой-то испорченной продукции. Ну, сейчас подобных слухов будет очень, я думаю, много.
И, естественно, силовики обязаны как-то объяснять свои действия. Это еще раз, если даже подобные слухи где-то кем-то и распространяются, это как раз таки и говорит, что истинные причины происходящего с Рисулем Велиляевым совершенно иные. И цели, которые преследуют российские силовики, совершенно иные, нежели те, которые они официально декларируют, вот арестовывая его по уже названной статье. Поэтому как бы где доказательства, что он куда-то какие-то деньги передавал, что где-то кому-то указывал хоронить там где-то что-то и так далее. Пока нет доказательств, хотя бы каких-то косвенных, но все это абсолютные слухи. Активист крымско-татарского национального движения Нариман Джилял, попрошу вас по-прежнему оставаться на связи. Есть у нас еще один звонок от слушателя. Здравствуйте. Есть у вас возможность высказаться в нашем эфире. Добрый день. Я сам из Крыма и прекрасно представляю себе ситуацию. Там на каждый квадратный сантиметр крымской земли максимальное количество силовиков. Данные структуры хотят иметь масло с хлебом, иметь возможность, как говорится, заработать себе премии, звездочки и звания. Как говорится, выбили Хизбут Тахрир, выбили Джамат Ислами, теперь Ишшизор, они обращаются на людей, которые более или менее представляют для них потенциальную опасность. Далеко идти не надо. Даже если едешь в свадебном кортедже с татарским флагом, это уже является объектом их повышенного внимания. Спасибо. Спасибо вам большое. Звоните в наш эфир 8 810 06 926 044 490 2905. Нам важно ваше мнение. С нами на связи активист крымско-татарского национального движения Нариман Джилял. Вот наш слушатель сейчас указал о информации, которую мы также рассказывали в нашем эфире, о задержании кортежей с национальным флагом, ну и о обысках постоянных и проведении в крымско-татарской среде, собственно. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10:00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. В эфире радио Крым Реалии, у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, сегодня говорим о задержании крымского предпринимателя Рисуля Велиляева. И напомню, что ему инкриминируют статью 238 «Нестандартное хранение продуктов». И несмотря на такую квалификацию статьи, Рисуль Велиляев сейчас находится в СИЗО Лефортово. И на днях суд определил ему 2 месяца ограничения свободы. С нами на связи глава правления Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа Эскиндер Бариев. Доброе утро, Эскиндер. Доброе утро. С чем вы связываете задержание Рисуля Велиляева и с какой целью его нужно было вывозить с полуострова в СИЗО Лефортово? Почему-то в Москву вывезли его. Но я думаю, что, на мой взгляд, 4 цели я могу обозначить, почему все-таки оккупанты арестовали Рисуля Велиляева и Али Бариева. Но я не буду уже повторяться, я так понимаю, уже речь была о том, что в день именно 26 апреля были обыски на 33 объектах, и в доме, в том числе у семьи Велиляевых, сестры, брата и так далее. На мой взгляд, первое, это все-таки, опять же, очередная акция запугивания крымских татар. Ведь Рисуль Велиляев и Али Бариев, они не имели никакого отношения и не имеют к Хизбут Тахрир, их нельзя обвинить в причастности к Хизбут Тахрир. И в том числе их даже нельзя, скажем, обвинить в причастности к Меджлису крымско-татарского народа, потому что это бизнесмены, которые не были в составе Меджлиса и даже не являются делегатами Курултая. Поэтому я считаю, что мы являемся свидетелями новой волны репрессий по так называемому делу крымско-татарских предпринимателей. Вторая цель, на мой взгляд, это давление на крымско-татарский бизнес, потому что допустим, на примере Рисуля Велиляева, это он не только, скажем, его бизнес, это не только торговая сеть по всему Крыму и 1000 рабочих мест. Это 1000 предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, которые приобретают товар в Крымопте для ведения собственного бизнеса.
И, на мой взгляд, это связано с тем, что в большинстве своем крымские татары не работают в муниципальных или в государственных структурах оккупационной власти, и в основном существуют и кормят свои семьи за счет малого бизнеса. И я думаю, что это удар по социально-экономическому положению крымско-татарских семей, проукраинских семей, это посыл крымско-татарским предпринимателям, потому что это один из самых ведущих предпринимателей среди крымских татар, и создание невыносимых условий проживания на родной земле для того, чтобы продолжить процесс выдавливания крымских татар с Крыма. Третья цель, на мой взгляд, это удар по крымско-татарской идентичности. Потому что Рисуль Вилиляев, он известен на полуострове как меценат, который профинансировал строительство мечети. За собственный счет построена одна из самых красивых мечетей в Крыму, в Белогорске. Это человек, который является основателем фонда имени Бекира Чебанзаде еще с 2003 года. И на протяжении всего этого времени он финансировал стипендии, финансировал исторические, литературные, языковедческие исследования в Крыме и крымских татар. Поэтому мне кажется, что как раз-таки это очень такой вот сильный удар по крымско-татарской независимой, скажем, исследовательской работе в области литературы, языковедения, истории. Ну и четвертое, это то, что все-таки оккупационная власть раздражает консолидированность крымско-татарского народа, и то, что есть взаимная поддержка по покрытию штрафов, помощь детям политзаключенных, поддержка малоимущих. И вот я думаю, оккупационная власть пытается наносить удары по крымско-татарским предпринимателям, чтобы с одной стороны, ищут поиск финансирования, источников финансирования, с другой стороны, чтобы максимально ударить по бизнесу, который может финансировать или помогать, скажем, именно вот семьям, которые остались без кормильцев. Но что касается вообще по той статье, почему его забрали в Лефортово, но я скажу однозначно, что Лефортово это СИЗО ФСБ, туда попадают люди по обвинениям по таким страшным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, как терроризм, статья 205, измена Родины, 275, или шпионаж, 276. Поэтому я не исключаю, что сегодня оккупанты пытаются сшить или будут пытаться сшить какое-нибудь дело по финансированию, там, я не знаю, экстремизма или терроризма. Но, во всяком случае, то, что они вывезли двух наших соотечественников, предпринимателей в Лефортово, и за решением Московского суда 2 месяца они будут находиться там. Я думаю, это как раз-таки такой вот не очень хороший знак, на мой взгляд. То есть вы думаете, что статью 238 можно переквалифицировать в поддержку терроризма? Такие прецеденты были? Я думаю, статья 238 это больше статья для того, чтобы была возможность, тем более часть можно было для того, чтобы просто задержать и дать основания для проведения обысков. Но это не есть основания для вывоза предпринимателей за пределы Крыма. И, как я уже сказал, в Лефортово забирают и находятся в СИЗО и люди, которым инкриминируют очень тяжелые статьи. Поэтому я бы хотел чтобы, возможно было как-то ограничиться только подобными статьями. Но я думаю, что в этом они не до конца еще подготовили, но что-то там они творят, на мой взгляд. Поэтому я считаю, что все-таки должна быть активная реакция международного сообщества, правозащитных организаций, потому что мы являемся свидетелями того, как оккупанты пытаются уничтожить все крымско-татарское и уничтожить людей, которые, по сути дела, оказывали помощь и несли только пользу для общества. Сегодня они пытаются их просто уничтожить.
Спасибо большое. Глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса Крымско-Татарского народа Эскендер Бариев был с нами на связи. Говорили о задержании и пребывании под стражей крымско-татарского предпринимателя Рисуля Вилиляева. Напомню, ему инкриминируют нестандартное хранение продуктов. При этом он находится в СИЗО Лефортово. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по номерам телефона 8 810 06 926, если вы находитесь в Крыму, 044 490 29 05, если вы на материковой части Украины. Новости в эфире «Радио Крым Реалии». Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Ветеран крымско-татарского движения выпустила книгу о депортации. Минздрав Крыма открыл горячую линию по клещам. Обидчик Наема улетел в Баку. Далее подробно. Ветеран крымско-татарского национального движения Нурия Биязова, которая в этом году отметила 90-летний юбилей, издала автобиографическую книгу о депортации крымско-татарского народа в 1944 году. Когда мы сюда вернулись, у меня еще тогда была задумка, что эту депортацию ее всю как-то надо описать. Никак нельзя, чтобы это исчезло из памяти народа, чтобы это само по себе вот было и нету его. Нет, это было, это история целого народа, через который прошел через такие муки, через такие страдания. Нурия Биязова родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае. Из Крыма ее депортировали в Узбекистан 18 мая 1944. В 1989 году Биязова вернулась в Крым и присоединилась к крымско-татарскому национальному движению. Народный депутат Украины от блока Петра Порошенко Мустафа Наем сообщил, что человек, который его ударил, вылетел в столицу Азербайджана Баку, но отметил, что полиция не нашла автомобиль, на котором приехал нападавший. Прокуратура Киева подтвердила информацию, что мужчина, который ударил Наема, покинул Украину. Горячую линию по профилактике от клещей открыло подконтрольное Кремлю Министерство здравоохранения Крыма. Действовать она будет с 1 по 15 мая, сообщает российское ведомство. Номер телефона горячей линии, который будет работать на базе управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, +7 978 919 11 23, говорится в сообщении. В министерстве считают, что многие лица, подверженные повышенному риску, недостаточно осведомлены о болезнях, которые угрожают их здоровью, а также прививках, которые могли бы обеспечить им необходимую защиту, говорится в сообщении. В управлении Роспотребнадзора по Крыму сообщали, что около 230 крымчан этой весной пострадали от укусов клещей. Украина 2 мая будет одной из самых жарких в Европе стран, сообщила украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, в Киеве будет сухо и ясно, температура 28-30 градусов тепла. Эти данные подтверждает и украинский гидрометцентр. И о погоде в Крыму сейчас +15 градусов, в районе Чонгара и Новоалексеевки +16. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы находитесь в Крыму. Если вы житель других украинских регионов, набирайте номер 044 490 29 05. Ну и кроме того, вы можете смотреть наши трансляции, заходить на сайт Крым Реалии, читать наши материалы, смотреть наши трансляции и писать под ними вопросы для наших экспертов. Тема дня.
Будем говорить о том, что происходит с арестованным в Крыму фигурантом Симферопольского дела Хизбут Тахрир, так называемое дело Хизбут Тахрир Узеира Абдулаева. Почему в СИЗО Симферополя ему не предоставляют медицинскую помощь и как ему можно помочь? Все эти темы обсудим. Звоните вы, задавайте вопросы нашим экспертам и высказывайте свое мнение. Напомню, что 12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в 5 мусульманских семьях, и в результате было задержано 5 крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной России организации Хизбут Тахрир. Это Рустам Исмаилов, Эмиль Джамаддинов, Айдер Сальдинов и 2 брата Узеир Абдулаев и Тимур Абдулаев. И, собственно, напомню еще раз, что политическая организация Хизбут Тахрир запрещена в России. Верховный суд России запретил в 2003 году, включив в список объединений, названных террористическими. Сами представители этой организации называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этой цели. С нами на связи жена Узеира Абдулаева, Фера Абдулаева. У нее узнаем о том, каково состояние на данный момент Узеира. Здравствуйте, Фера. Да, здравствуйте. Каково сейчас состояние здоровья Узеира? Стало ли ему лучше и где он сейчас находится? Ну вот именно на данный момент, имею в виду сегодня, мы не знаем о состоянии здоровья Узеира, по той простой причине, что у нас нет доступа к нему, и мы не можем с ним связаться, да, то есть в силу тех обстоятельств, что он находится в СИЗО. Вот. Но несколько дней назад, 30 числа до 30 апреля, представители ОНК зашли к нему и сказали о том, что его перевели в медсанчасть, и просто сказали о том, что у него спала температура, но тем не менее отек ноги он оставался, да, на тот момент. И что сейчас происходит с ним, нам просто неизвестно. А какие заболевания у него сейчас, что вы подозреваете? Да? Потому что я так понимаю, что точного диагноза еще не было поставлено. Да, вот дело в том, что точного диагноза нет, и как раз-таки это очень сильно беспокоит, потому что нужно знать, что с моим мужем. На наши запросы нет никаких ответов, и могу сказать точно, что эта болезнь, она не одного дня, она длится уже на протяжении 3-4 месяцев. Это уже 3-я вспышка, как нам стало известно, это уже 3-я вспышка. Была 1-я, когда его вывезли в больницу, больницу города Симферополя. Там ему прооперировали руку под местным наркозом. Была еще 1 вспышка, он лечил самостоятельно. И вот сейчас это 3-я, это уже намного серьезнее, чем было. Это нога, это отек ноги, который вот не проходит. А известно что-либо о состоянии здоровья брата, да, Узеира, Тимура? Потому что мать говорила о том, что также есть проблемы со здоровьем. Поступали ли от него на жалобы? Данный момент, жалобы были раньше, но на данный момент тоже ничего не могу сказать. А относительно Узеира мы вот настаиваем на госпитализации, потому что ему нужна срочная госпитализация для того, чтобы узнать, что это за диагноз в конце концов. Да? И действительно есть угроза, реальная угроза его жизни и здоровью. И при этом ни вас, ни его мать не допускают, да? Вы не можете, собственно, убедиться в состоянии здоровья мужа и передать ему, да, какие-то вещи. Ну да, лично убедиться мы не можем, мы можем только в общем порядке передать ему продукты питания и медикаменты, которые назначены, опять-таки, врачами из СИЗО. А на каком этапе сейчас судебное слушание находится? Судебный, он уже сейчас 1,5 года находится, 18 месяцев, да, даже больше, чем 18 месяцев находится в СИЗО. И опять-таки вот 27 апреля было продление до 11 июня. Дело сейчас находится на ознакомлении с доказательствами, вот этот этап.
ознакомление с материалами дела. Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи была жена Узира Абдулаева, Фера Абдулаева, и говорим о его состоянии здоровья и о том, в каком сейчас состоянии находятся люди в СИЗО Симферополя. Это радио Крым Реалии. Напомню, что вы можете звонить к нам в студию по номерам телефона 8 810 06 926. И это номер для жителей Крыма, он бесплатный, 044 490 29 05 для жителей других украинских регионов по тарифам вашего оператора. И с нами на связи корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Доброе утро, Антон. Доброе утро. Каково вообще медицинское обеспечение в Симферопольском СИЗО, поскольку и до 2014 года были проблемы с этим, да, и насколько ситуация изменилась с тех пор, если вам известно это? Никак она не изменилась, она находится в очень плохом состоянии. Вообще медицинская служба и медицинский кабинет, часть в которую сейчас перевели Узира Абдулаева, это, конечно, не больница, это просто обычная камера с оказанием минимальных медицинских услуг. Я связываю такую резкую реакцию руководства СИЗО, которое, в общем, раньше не очень-то обращало внимание на жалобы родственников и на какой-то шум, в том числе в СМИ. Я связываю это с тем, что сейчас в СИЗО работает проверочная комиссия из Москвы, и я думаю, что ни одному начальнику СИЗО просто не нужен лишний скандал, когда здесь федеральная проверочная служба работает. С медицинской службой в Симферопольском СИЗО уже были неоднократно и скандальные ситуации, и гражданские иски по неоказанию медицинской помощи. Один из них дошел до судебного рассмотрения в железнодорожном районном суде Симферополя. Рассматривался гражданский иск гражданина Украины и Афганистана Мухаммада Кабира, который здесь задержался в СИЗО во время экстрадиционной проверки. Его должны были экстрадировать, и целый год продержали в СИЗО, так и не приняв никакого решения. В итоге довели его до сердечного приступа. Он подал гражданский иск, была проведена независимая медицинская экспертиза в гражданской клинике, которая действительно выявила все факты неоказания ему медицинской помощи и фактически доведения почти до фатального конца. Ему просто повезло, здоровье хватило выжить. Насколько я понимаю, гражданский иск ничем не закончился, то есть по обоюдному согласию иск был отозван, когда СИЗО выполнило все требования человека, который подавал этот иск. И судебная система провела эти заседания по этому гражданскому иску фактически в закрытом режиме. Ни меня, ни кого-то еще из наблюдателей вообще не пустили на эти заседания, хотя в законодательстве нет даже возможности закрыть эти заседания по гражданским искам. Они должны быть в обязательном порядке открыты. Настолько СИЗО боится вынесения информации о состоянии медицинской службы в изоляторе, в какой-то паблик в общественность. Пускают ли гражданских врачей в СИЗО людей, извне со стороны? Такие случаи бывают, но, во-первых, мы о них не очень много знаем, но и потом они настолько редкие, что это совершенно исключительный случай. Обычно пускают врачей, которые оказывают помощь, которые точно не могут оказать в СИЗО, даже если, в общем-то, изолятор пойдет навстречу и захочет это сделать. Я имею в виду зубного техника, то есть врачей, специалистов, которых просто в СИЗО нет. Такие случаи бывали, но это действительно очень редко, и чтобы этого добиться, я даже не знаю, какие круги ада нужно пройти родственникам и адвокатам, особенно в нашей бюрократической системе здесь, в Крыму. Была информация, что медкабинет, вот эта пенитенциарная система оказания помощи, заключенные сами организовали, но при этом медикаментов не хватает, либо нет вообще. Что известно по этому поводу?
Ну, это такая неофициальная информация, которую, конечно, никто и не подтвердит, и не сможет опровергнуть. Почти во всех, собственно, и колониях, и СИЗО заключенные, вообще это такая целая система выдаивания денег из заключенных. Заключенные обеспечивают себя фактически сами. То есть все средства, которые государство выделяет на их и питание, медицинскую какую-то помощь и на другие услуги, чаще всего на самом деле непонятно, куда эти средства деваются, потому что заключенные заботятся и о том, чтобы в камере там были у них холодильники, хоть как-то сохранялись продукты, которые им передают при передачках, чтобы у них хотя бы какие-то минимальный набор лекарств был в медчасти, чтобы какой-то ремонт хотя бы минимальный в камерах и в этой же медчасти был сделан. И, насколько я знаю, в Симферопольском СИЗО точно так же заключенные просто свои средства все это делали. Это делается для всех заключенных, то есть все понимают, что попасть туда может кто угодно, поэтому скидываются все и в общак, и из этих средств проводится ремонт и организация, допустим, кабинета медчасти. Ну а то, что лекарств не хватает, это, в общем, тоже обычная совершенно ситуация. Есть набор лекарств, который должен быть обязательный, и он очень минимальный, ну, то есть его не хватает почти все время. Лекарства, которые передавать должны родственники или могут передавать родственники своим тем, кто находится в заключении, они должны сопровождаться лицензией, которую вот с недавних пор законодательство изменилось, должны сопровождаться лицензией, которую получить, во-первых, тяжело, а в Крыму вообще практически невозможно, потому что производители лекарств, ну, в общем, сюда их привозят не всегда открытым путем, и поэтому они почти всегда без лицензии. Эту лицензию нужно заказывать где-то в России, где закупались эти лекарства. То есть это долгий такой процесс. В Крыму он очень осложняет, конечно, жизнь заключенных и возможность передачи лекарств. Нехватка ощущается постоянно. То есть мы о том, что лекарств нет, слышим и от фигурантов дела Виджея Кашка. Помните, там пожилые люди, которые арестованы, находятся тоже в Симферопольском СИЗО. И у Асана Чепуха, и у Бекира Дигерменджи со здоровьем все очень плохо, и они до сих пор на самом деле не получают достаточной медицинской помощи. У Чепуха еще не прошло онемение одной стороны тела. Дигерменджи тоже из-за астмы должен постоянно получать лекарства, и жалобы на то, что их не хватает или их не передают от родственников, мы слышали постоянно. И, в общем, такая ситуация, которая не меняется, к сожалению, к лучшему уже на протяжении нескольких лет, ну, во всяком случае, тех лет, которые мы наблюдаем. Адвокат Узиира, Джемиль Темишев направил в прокуратуру Крыма заявление о неоказании достаточной медицинской помощи. Кроме того, как вы уже сказали, работает общественно-наблюдательная комиссия сейчас в СИЗО. Все эти факторы, на ваш взгляд, помогут и дадут возможность госпитализировать Узиира Абдуллаева, как вы считаете? Я думаю, что это решение о госпитализации, если оно будет принято, то это будет совершенно такое, ну, можно сказать, политическое решение со стороны руководства изолятора, потому что до этого какие бы скандалы, какие бы требования и через прокуратуру, и через общественность, и через СМИ не выдвигались родственниками тех заключенных, у которых ухудшалось состояние здоровья, никакой реакции положительной чаще всего не было. Поэтому посмотрим, как оно будет сейчас. Я думаю, что сейчас из-за того, что уже какие-то шаги были предприняты руководством изолятора, во всяком случае Узиира перевели в медчасть, я думаю, что дальше оно будет вынуждено тоже какие-то меры предпринимать для того, чтобы ему улучшить условия и хотя бы дать медицинскую помощь, которая не позволила бы ему
довести его состояние до критического. Мы не знаем, какая реакция на заявление Джемиля Темишева в прокуратуру. Ответа пока еще не последовало. Я бы не советовал обольщаться работой общественной наблюдательной комиссии. Это система, которая создана в каждом регионе России. Вот в этот раз она докатилась до Крыма. Там была сложность, даже чисто техническая, что в члены ОНК могли рекомендовать общественные организации, которые 5 лет зарегистрированы на территории региона. А в Крыму регистрация отсчитывается с 2014 года, с момента аннексии, поэтому, конечно, никаких 5 лет нет, но вот такое решение было принято, чтобы ОНК все-таки существовало. На самом деле в ОНК чаще всего входят бывшие сотрудники силовых структур, того же самого ФСИН, которые также наблюдали, работали в колониях и СИЗО, и ждать от них, что они будут исполнять свои обязанности, скажем, честно и как-то открыто, это очень сомнительно. Во всяком случае, таких... Спасибо, Антон. Угу. Спасибо большое. Корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. И я напомню, что говорим сегодня о состоянии здоровья Узира Абдуллаева и пытаемся узнать, что происходит с ним. Да, и напомню, что он фигурант Симферопольского отдела, так называемого отдела Хизбут Тахрир. С нами на связи крымский адвокат Джемиль Темишев. Здравствуйте, Джемиль. Добрый день. Ваше заявление о неоказании медицинской помощи было принято, да, в разработку. Как вы считаете, повлияет ли оно на изменение состояния здоровья Узира Абдуллаева? Я надеюсь на то, что прокуратура Республики Крым сделает все зависящее от нее для того, чтобы нашему подзащитному была оказана надлежащая медицинская помощь. По крайней мере, мое заявление приняли, уверили меня в том, что это дело находится под контролем. И косвенным доказательством тому является и то, что начался такой вот переполох, и членов ВНК запустили. К сожалению, до настоящего времени Узира Абдуллаева не вывезли в больницу, хотя он нуждается в экстренной медицинской помощи, потому что в условиях медчасти СИЗО эту помощь оказать просто невозможно. Мы надеемся, что в самое ближайшее время его переведут, скажем так, в гражданскую больницу, где ему будет оказана уже соответствующая помощь, в которой он реально нуждается. Это не просто должно быть какие-то антибиотики, какие-то примочки, припарки. Это должно быть полноценное лечение. Там речь идет, опять же, я не являюсь медиком, не могу подтвердить, но насколько мне известно, вплоть до переливания крови, и серьезного лечения. В условиях СИЗО это сделать невозможно. А насколько необходимо, было ли к делу, приложено заявление врача о госпитализации, поскольку, как рассказала нам в начале программы, его жена, уже была операция, у Узира на руке. Было ли заключение врача? В этом деле оказался совершенно случайно, просто через родственников другим адвокатам стало известно, что человек находится в таком критическом состоянии, а адвокат непосредственно Сергей Легостов, который защищает Узира Абдуллаева по делу Хизбут Тахрир, не было на территории Крыма. Других адвокатов, Эмиля, Дэм, они тоже были за пределами Крыма. Поэтому попросили меня подключиться, и все это спонтанно происходило. Вы говорите об необходимости экстренной медицинской помощи, можете резюмировать, что конкретно сейчас с Узиром происходит и почему эта экстренная помощь необходима в срочном порядке? Просто существует ряд заболеваний, которые невозможно лечить в условиях СИЗО. Там просто физически нет ни специалистов, ни соответствующего оборудования. И когда речь идет о заражении, что кровь заражена, просто какими-то уколами это вылечить невозможно. И, к сожалению, мы с такими вещами сталкиваемся, такими ситуациями сталкиваемся
не каждый день, но достаточно часто, к сожалению. Вот у меня моего подзащитного, которого лично я веду, например, Арсена Джипарова, там тоже через скандалы приходилось настаивать на том, чтобы его вывезли и прооперировали. Вот. А каково, кстати, состояние здоровья Джипарова на данный момент? В настоящее время удовлетворительное. Такого кризиса уже нет. Но, к сожалению, такая ситуация тоже имела место. Но лично к прокуратуре Республики Крым они приняли заявление. Я знаю, что там были звонки, все под контроль взяли, потому что никому из них не выгодно, чтобы там человек умер в СИЗО. Но то, что доводит до такого состояния и начинают реагировать только после того, как поднимается такая волна, к сожалению, это прискорбный факт сегодняшней действительности. И, пользуясь возможностью, я бы хотел поблагодарить всех и юристов, и общественников, и уважаемых средств массовой информации, в том числе и ваш ресурс. Благодаря вам все-таки эта ситуация получила широкое освещение. И во многом, наверное, благодаря этому этот человек уже в настоящее время он с камеры переведен в медицинскую часть. И надеемся, что в первый рабочий день его направят в больницу. Спасибо большое. Мы продолжаем следить за этой ситуацией. Напомню, что с нами на связи был крымский адвокат Джемиль Темишев в эфире радио Крым Реалии. Говорим о ситуации с арестованным в Крыму фигурантом дела Хизбут Тахрир Узиром Абдулаевым. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10:00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. В эфире радио Крым Реалии 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму, набирайте этот номер, чтобы позвонить и задать вопросы нашим экспертам и высказать свое мнение. 044 490 2905. Если вы на материковой части Украины, с нами на связи гражданский активист Осман Ариф. Мы говорим напомню, о фигуранте дела Хизбут Тахрир, так называемого дела Узира Абдулаева, о неоказании ему помощи. И спросим у Османа, какие настроения сейчас среди крымчан, и крымских татар в частности. Доброе утро. Здравствуйте. Во-первых, хотел бы поблагодарить все СМИ, журналистов, правозащитников, юристов, которые придали огласке эту проблему. И на самом деле первые шаги по защите здоровья политзаключенного уже дали свои плоды. Надеемся, что это продолжится и его госпитализируют. Что касательно настроений, то, во-первых, хотел бы сказать, относительно этого вопроса, хотелось бы подчеркнуть, что не хватает этой огласки, по крайней мере, здесь, в Крыму. Да, много людей, которые не знают про эти проблемы. Да. Например, это проблема не только же Узира Абдулаева, это и Арсена Джипарова, и Казима Аметова, и Бекира Дегерменджи. И эти проблемы с состоянием здоровья в СИЗО, они время от времени всплывают. И реакция сотрудников СИЗО, она, можно сказать, никакая. Когда люди узнают относительно этой проблемы, они, конечно же, возмущены, и это их толкает на какие-то еще дополнительные действия. И, конечно же, все спрашивают, чем еще можно помочь. Никто не верит, что эти люди являются террористами или экстремистами, и, соответственно, когда ухудшается их здоровье там, они понимают, что это происходит дальнейшее давление на этих людей, на политзаключенных.
Как неоднократно в нашем эфире говорили эксперты, все события, да, о которых мы сообщаем, также призваны в том числе для того, чтобы запугать крымских татар. Как вы считаете, достигает ли поставленных целей, да, российское правительство? И вот в Бахчисарае, возможно, какие-то настроения, да, особенные? Я живу в Симферополе, и особо с настроением, которое происходит в Бахчисарае, не владею. Но, в общем, понимаете, дело в том, что кого-то, и, возможно, и получилось напугать, но наступает тот момент, когда пугают, и наступает такой момент, когда человек уже просто устает бояться. И все больше и больше этого происходит. Вот именно люди устают бояться уже, да, и даже те, которые боялись. Более того, когда видят вот этот плоды, результаты вот этой общественной деятельности, вот этой мирной борьбы, то, соответственно, происходит вот этот тоже порог страха проходит. И спасибо большое, спасибо. Гражданский активист Осман Ариф был на связи с нашей студией. Продолжим после паузы в эфире радио Крым Реалии. Новости в эфире радио Крым Реалии. Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Британская авиация будет патрулировать Черное море. Сайт Росприроднадзора положили в поддержку Telegram. Более 500 ярмарок планируют провести в Крыму. Далее подробно. Британские истребители «Тайфун», базирующиеся в Румынии на базе Михаила Когалничану, получили зеленый свет для проведения воздушного патрулирования над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба британских королевских воздушных сил. Во время церемонии на авиабазе представители НАТО дали аккредитацию британским истребителям на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем. Сайт Российской Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора не работает. На стартовой странице размещена картинка с персонажами с надписью «Телеграм» и символикой Роскомнадзора. Взломанным оказался не только основной сайт Росприроднадзора, но и все сайты второго уровня, в том числе Управление службы в аннексированном Крыму. При заходе на сайт звучит музыка из мультсериала «Фиксики». Ответственность за дефейс сайта взял на себя хакер Феннимур. Публичных комментариев Росприроднадзора по этому поводу нет. Частный дом сгорел в селе Новоандреевка Симферопольского района, сообщает накануне Крымское управление МЧС России. По прибытии пожарных к месту стало известно, что горит одноэтажный частный дом. В течение 50 минут пожар был локализован и ликвидирован. Площадь огня составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет, говорится в сообщении. Причину чрезвычайного происшествия выясняют эксперты. 600 ярмарочных мероприятий планируют провести за этот месяц в аннексированном Крыму. Основная задача – реализация сельхозпродукции и продуктов ее переработки. Об этом сообщает подконтрольный Кремлю Минпром Крыма. В ведомстве уточнили, что уже составлен график проведения всех ярмарок. В аннексированном Севастополе более 250 офицерских и гражданских пар готовят к участию в юбилейном балу под названием «Бегущие по волнам». Об этом накануне сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России. Офицерский бал намерены провести 11 июня. И о погоде в Крыму. Сейчас солнечная температура плюс 17 градусов. В районе Чонгары и Новоалексеевки также ярко светит солнце. Температура 17 градусов выше нуля. Керченская паромная переправа и все 3 пункта пропуска над Минграницы с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Вы можете слушать нас круглосуточно, если настроите свои приемники на частоту 105,9 FM. Кроме того, заходите на наш сайт и читайте последние новости. Звоните в наш эфир по телефонам 8 810 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 29 05, если вы в других частях Украины. Тема дня. Сегодня будем говорить о том, для чего детскому лагерю «Артек» в аннексированном Крыму понадобился участок земли под Севастополем. Какая строительная фирма будет там работать, для чего, почему в Крыму все чаще используют заповедные зоны для строительства новых объектов. На эти темы поговорим, высказаться можете и вы, позвонив в нашу студию. И обсудим эти темы после того, как расскажем вам, кто именно будет строить участок в заповедной зоне. 100 слов по теме. Прикрываясь Артеком, в окрестностях Туроповой дачи под Севастополем вырубают деревья и расчищают места под палатки, заливают озеро. Как утверждает издание «Примечание», все эти работы проводятся без соответствующих документов. И якобы исключительно в рамках подготовки к приезду туда детей из детского лагеря «Артек». По словам директора «Артека» Алексея Каспаржака, у лагеря и подконтрольного Кремлю правительства Севастополя есть договоренность о проведении здесь пионерских слетов. Якобы площадь именно этой территории подходит для столь масштабных мероприятий. Издание «Примечание», ссылаясь на свои источники, утверждает, лагерь служит всего лишь прикрытием для Эллады, группы компаний, которая занимается проведением работ. В обмен на обустройство территории предприниматели получают право безраздельно владеть почти всеми пригодными для коммерческой эксплуатации лесными площадками в Севастополе. Ранее стало известно, что российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников передал более 3000 гектаров земли заповедного леса в аренду на 20 лет и без какого-либо конкурса. Зеленая полоса от Балаклавы и до Ласпи, а также территории от побережья и до трассы Севастополь-Ялта достались фирме «Орлиновское охотничье хозяйство», которое входит в группу компаний «Эллада». В подконтрольном России управлении природных ресурсов и экологии Севастополя уже готовились к подписанию проекта освоения лесов. Он разрешал участникам полноправно владеть арендованными территориями, в том числе размещать на земельных участках какие-либо объекты. Однако документ так и не подписали из-за заявления об отставке главы Севприроднадзора. Но распоряжаться землями начали и без него. 100 слов по теме. В эфире радио Крым Реалии, у микрофона Татьяна Курманова. Говорим о том, почему и для чего детскому лагерю «Артек» в Крыму выделили заповедную землю под Севастополем. И, как сообщает местное издание «Примечание», губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников без конкурса передал почти 4000 гектаров заповедного леса в аренду на 20 лет по ставке всего 7 копеек за гектар в год. И получается таким образом, по данным издания, что зеленая полоса от Балаклавы до Ласпи, то есть это такой большой внушительный участок от побережья до трассы Севастополь-Ялта, перешла к фирме «Орлиновское охотничье хозяйство», входящего в группу компании «Эллада». О том, что это за компания, поговорим позже. А с нами на связи вскоре должна быть крымский эколог Маргарита Литвиненко, которая расскажет нам, что именно это за территория. Как пишет издание «Примечание», эти 4000 гектаров лишь часть из почти 13 тысяч, которые вот фирма «Орлиновское охотничье хозяйство» привыкла считать своими, пишет издание. Еще до 2014 года эти части входили в сферу интересов фирмы, но не были легализованы. И вот теперь, по данным издания, по частям легализует эта фирма эти части. И считают местные журналисты, что Овсянников, по сути, подарил предпринимателям и коммерсантам кусок леса, и именно туда, в эту часть гектаров, попали одни из самых любимых туристами места под Севастополем. Это и Торопова дача, урочище Алсу, урочище Сухая речка, Сухой ручей, место отдыха у поворота на Тыловое, леса у Ближнего и Золотого пляжа, и урочище Инжир, и поляна на 17-м километре шоссе Севастополь-Ялта, где еще с советских времен был отдых бесплатным. Но вот сейчас эту территорию стали застраивать. Севприроднадзор должен подписать документы на этой неделе, которые разрешают предпринимателям владеть этими арендованными территориями. Это так называемый проект освоения лесов. И в этом документе прописывается все, чем фирма, арендаторы должны заниматься на землях Гослесфонда.
И, кроме того, там должны прописаны быть все объекты инфраструктуры, которые должны быть построены. И с нами на связи крымский эколог Маргарита Литвиненко. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте. Вот выделенная земля, да, под Севастополем, если она будет застраиваться, насколько это, скорее всего, будет застраиваться, как пишут местные СМИ, насколько эта ситуация на экологическую ситуацию повлияет, на ваш взгляд? Конечно, повлияет, потому что земля под Севастополем, она и так уже застроена больше нормы, то есть выше нормы. Дело в том, что Севастополь имеет, если смотреть Крым в общем, то Севастополь имеет более высокий уровень земли, которая должна быть заповедана. То есть 30% Севастопольской земли уже сейчас находится в зоне заповедания. Это не заповедники, это заказники, это более низкий уровень заповедания, хотя нужен, конечно, более высокий. И если но ученые говорят, что нужно около 60% земли Севастополя заповедать, потому что биоразнообразие, ландшафтное разнообразие, особенности строения почвы, особенности те, которые находятся в Севастополе, они требуют, чтобы 60% земли было заповедано. Сейчас это только 30%. Если даже эти 30% будут застраиваться, то, конечно же, это нарушит самое главное, что есть у Севастополя, это ландшафтный вид, то есть ландшафт. В основном на Западе, те, кто устраивает заповедники, они борются за сохранение ландшафта. А у нас, к сожалению, он и портится вот этими застройками. А какие именно там заповедные зоны находятся вот в этих частях, выделенных фирме? В смысле? Те, которые вы имеете в виду? Да, компания «Лада». Какие именно там заказники, да? Там лес. Там, насколько мне известно, еще имеются искусственные работы, ведутся по созданию озера небольшого. То есть там заливают новое озеро, перегораживая русло, да, речки. Насколько вот такие работы безопасны, на ваш взгляд? Эти работы вообще не нужны, потому что русло речки, оно складывалось без участия человека, оно складывалось по законам природы. Это русло сухой речки. Но если это русло перегораживается, то, соответственно, нарушаются естественно сложившиеся вот эти особенности ландшафтные. Может быть, они нарушили слои. Я не была лично, не видела, но судя по тому, что мне рассказывали, там действительно огромный водоем, по меркам того, чего не надо делать, строится большой водоем, и они, может быть, нарушили какие-то особенности, сложившиеся вот это русло. Может быть, вода пойдет. Последствия я не могу сказать, потому что это нужно видеть, это нужно знать геологическое строение, зачем они это сделали, какую дамбу они там сделали, и сколько там воды будет, и потом, куда эта вода пойдет или уйдет. Они же дно укрепляют или не укрепляют этого водоема, непонятно, что там будет на дне, куда будет уходить вода, или будет идти. Может быть, там нарушены естественные подземные слои, может быть, там родники были. Нужно посмотреть. По данным издания «Примечания», работы ведутся без разрешительных документов, и в том числе вот по разравниванию дороги в этих частях. Известно ли вам что-либо по этому поводу? Да, я читала и видела фотографии, и слышала показания, рассказы тех, кто там видел. Это безобразие. Действительно, то, что там делается, этого делаться не должно. И я знаю, что там насыпается поверх дороги гравий, завозится гравий специально, то есть изменяется естественное состояние среды, поверх почвы насыпается гравий. Кроме того, разравнивается и перемещается большое количество грунта. И потом у меня возникает такой вопрос. Неужели те, кто там, то ли за дураков принимают тех, кто живет в Севастополе и должен по сути, которую хотят донести, значит, до нас, до севастопольцев, те, кто затеяли этот лагерь, то ли они вообще не ориентируются в ситуации. Говорят, что это повысит туристическую привлекательность Севастополя.
Севастополя. Туристическая привлекательность Севастополя как раз в том и состоит, что сохраняется лес нетронутым, поменьше нагрузка антропогенная на этот лес осуществляется, то есть меньше людей, что сохраняется практически в том первозданном виде, которое создала природа, хотя бы приблизительно в этом первозданном виде. Но 4000 человек, которые там будут поселены, причем держать детей в палатках, просто в палатках 4000 человек. Вот тут я согласна с примечаниями. Роскомнадзор или те, кто наблюдает, там Министерство образования, вряд ли согласится, чтобы постоянно дети жили в палатках. Скорее всего, там появятся домики с фундаментами. То есть это уже будет нагрузка большая. Вместе с домиками появится инфраструктура. Вместе с инфраструктурой появится, естественно, уже появляются эти заборы, эти недоступности для других людей этого места. И та же самая канализация. У меня возникает вопрос, что они будут делать там с этой канализацией. Поэтому я считаю, согласно с примечаниями тут, что это безобразие, которое приведет к повышению антропогенной нагрузки, к снижению ценности этого участка, к недоступности и снижению ценности. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи была крымский эколог Маргарита Литвиненко. Говорим о том сегодня, для чего детскому лагерю «Артек» в Крыму понадобился участок земли под Севастополем. В эфире радио Крым Реалии, у микрофона Татьяна Курманова. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии говорим о застройке зоны под Севастополем, который проводит детский лагерь «Артек». С нами на связи главный редактор информационного вещания ЮА Крым, севастопольский журналист-расследователь Татьяна Рихтун. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. Для чего, на ваш взгляд, вообще понадобилось детскому лагерю «Артек», у которого и так немалые территории находятся в распоряжении, еще и вот эти 4000 гектаров севастопольского леса? Я из тех материалов, что я видела, то я не вижу, что это уже принадлежит как бы «Артеку». То есть это, скорее всего, такая, с моей точки зрения, и из того, что я увидела в прессе и выяснила, это скорее какая-то услуга компании «Лада» «Артеку» или каким-то людям, которые стоят за структурой близкой к «Артеку». То есть это услуга власти, от которой, видимо, возможно, и не смогли отказаться, потому что гораздо большая ценность этой земли не в ее застройке, а в том виде, в какой она есть, и в той специализации, которую «Лада» имела еще в конце, до 2014 года, до событий так называемых, до событий оккупации, потому что охотхозяйство и ведение охоты, это было главное, зачем забрали земли, называемое Орлиновское и лесничество получило сначала 3800 гектаров, потом вольер, который вырос на мысе Ая. И потом уже дальше пошло выделение земель, то есть прибавление земель в том же русле. Тем более «Лада» в прошлом году обзавелась еще специализированным предприятием, которое зарегистрировано уже не в Севастополе, а в Симферополе, «Охота-сервис». То есть... А кому принадлежит группа компании «Лада» или с кем связывают эту группу компаний, и, собственно, фирму «Орлиновское охотничье хозяйство», входящую в нее? Там несколько учредителей, в основном физические лица, но единственное, что я могу сказать, что они с началом событий, понимаете, охота в Севастополе это было одно из самый прибыльный бизнес, который мог быть. То есть здесь были все до каких-то арабских шейхов, которые приезжали охотиться. И это также это остается таким же прибыльным. Сейчас только бывший руководитель «Лады», сейчас он руководитель как раз предприятия «Охота-сервис», охотно постит у себя на странице в Facebook итальянцев, которые охотились в охотоугодьях, как раз Балаклава, Туропова дача, буквально осенью прошлого года.
вместе с трофеями, они это все с удовольствием выкладывают на своих страницах. Там, когда произошли события оккупации, то руководитель Эллады к концу 2014 года уже был заместителем руководителя государственного предприятия, которое занималось рынками и торговлей, поскольку торговля – это как раз и есть специализация Эллады. Связаны ли, возможно, по вашей информации, те люди, да, с Дмитрием Овсянниковым, поскольку вот те же примечания пишут, что именно губернатор Севастополя без конкурса передал эти гектары земли, да, вот Орлиновскому охотничьему хозяйству? Я думаю, что да, но там есть и другой вариант, просто все Севастополя любили охотиться. То есть охота это было такое, знаете, еще возвращаясь к советским временам Брежнева, охота была мероприятие, на котором решались все дела. Сначала там это все городские дела решались, а потом это выносилось куда-то в кабинеты правительства или горсовета, или теперь Заксобрания. Я думаю, что это так и осталось, и господин Овсянников не столько как бы как-то связан с руководителями Эллады, чем сохраняется тот же принцип хозяйствования. Бизнес и вместе с властью. Но с чем вы связываете такой небольшой, да, вот плату за аренду, поскольку там 7 копеек в год за гектар Эллада будет платить? Причем, что, например, те же ночные волки, которому расположены, да, так называемые власти, они платят там около 1,5 миллиона рублей в год, например. Ну, там нужно смотреть просто, в каком статусе сейчас эта земля находится, потому что, когда по российскому законодательству очень удобно устроено, если ты берешь земли и заявляешь о том, что ты собираешься на них проводить, устраивать охотхозяйство, то ты сначала заявляешь об этом, и потом ты получаешь в аренду, и составляя план хозяйствования. И условия аренды обычно по российскому законодательству прописываются так, что это уже почти частная собственность. Вот с этим, возможно, связано, на каком этапе они находятся, оформление документов, не знаю. В украинском законодательстве тоже такое было, насколько я знаю, изменили, потому что это вело к уничтожению лесов. Вот то, что мы сейчас видим как раз в Севастополе. Есть в СМИ севастопольских разная, да, точка зрения на происходящее сейчас вот эти лесные зоны. В частности, некоторые СМИ пишут о том, что наоборот, это хорошо, это застройка, это оборудование приличных мест отдыха на природе и развитие депрессивных территорий, так это называется. На ваш взгляд, необходимо ли это было и больше плюсов или минусов от деятельности охотничьего хозяйства на этих территориях? Абсолютно. То есть это не может быть хорошо ни в коем случае. Вот я слышала, что перед вами в эфире говорила Маргарита Литвиненко, эколог, я полностью с ней согласна, потому что и Орлина, и байдарский заказник, который первоначально, в котором получили земли Орлиновское лесничество, и Торобова дача, тоже заказник местного значения. Поэтому застройка здесь, разрушение природного ландшафта абсолютно не может быть ничем хорошим. Ну, знаете, развитие депрессивных территорий, я еще могу согласиться с вариантом развития территории, которую преобладала Балаклава Грин, поскольку это было комплексное развитие, а точечная застройка силами компании не самая большая в регионе, не может привести к каким-то положительным и длительным результатам. Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи была главный редактор информационного вещания ЮА Крым, севастопольский журналист, расследователь Татьяна Рихтун. Говорили о деятельности Орлиновского охотничьего хозяйства, который сейчас застраивает участок земли под Севастополем для лагеря «Артек». В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM.
Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии, у микрофона Татьяна Курманова. Продолжаем наш эфир. Говорим о том, почему в Крыму все чаще используют заповедные зоны для строительства новых объектов. А с нами на связи Дмитрий Демчук, инженер лесного хозяйства, бывший лесничий Приморского лесничества. У него узнаем, как влияет на экосистему вот подобное вторжение. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Вот застройка заповедных зон, о которой мы говорили все это время, насколько она, по-вашему, да, вот повлияет на экосистему этих мест и заказников севастопольских? Ну, смотрите, как бы я могу, если можно, я начну. Как бы вопрос этот, он больше, знаете, в такой политической или в экономической точке зрения, точке плоскости. Он лесного хозяйства касается буквально, знаете, так, ну, это такая жертва этого всего. То есть, поэтому я, если можно, начну. То есть, начну с личности именно человека, который отдал эту землю. Это господин Овсянников, это такой себе легионер, который прислан с материка. И сейчас вот эта вот отдача этих земель, это такая себе преференция тем силам, которые продвинули его кандидатуру на этот пост. Поэтому, ну, вот такая ситуация сложилась. Значит, эта ситуация вот именно с этим заказником, с этим орлиновским охотхозяйством, оно не идентично. То есть эта ситуация просто именно там большой масштаб именно его. Потому что очень большая территория, 3800 гектар, там забрано за копеечную цену аренды. То есть, и самое циничное, это то, что это прикрывается все детским, еще и, ну, то есть там Артек проводит лагерь, в скором будущем должен провести там, да, лагерь, то есть 4000 людей. Ну, как вы понимаете, то есть, конечно, они этот турстур проведут, но забор, который огорожен, он уже останется. И то есть вот эти, то есть эти все коммерческие свои махинации, они прикрывают детьми. Это вот цинично, как бы, это во-первых. Во-вторых, то, что сейчас уже там сдаются эти беседки там по 500, по 6 тысяч рублей, то есть в аренду. То есть это все коммерция. Чтобы вы понимали, сегодня это беседки, завтра это уже коттеджный городок, элитный коттеджный городок, то есть вот так. И эта ситуация не идентична именно в Севастополе. То есть такая ситуация у нас в Судаке, допустим. Буквально 2 недели назад я выявил, ну, я не назову это иначе, как самовольный захват, то есть около гектара земли в заповедной бухте Капсель. Точно такая же ситуация, то есть захвачена забором 2-метровым. Такая себе фирма Аквамир захватила, то есть в лице директора Судакского лесхоза, который согласен, ну, согласно, как бы, в принципе, должен защищать природу, бывшего начальника СБУ Судака и бывшего мэра Судака. Через подставных лиц, ну, вы себе представляете, что такое с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Они там планируют выращивать там аквакультуру, то есть, чтобы вы понимали, что такое... О каких территориях там идет речь в Капселе? Сколько там, по вашим подсчетам? Ну, там где-то около гектара они захватили именно земли, именно что захватили детский пляж. Единственный детский пляж, именно, ну, песчаный, такой мелкий, куда нас, понимаете, еще детьми наши родители возили. Они его захватили, закрыли 2-метровым забором, и якобы в марте месяце подписан договор аренды. Никакого конкурса, ничего не было. И причем у меня есть видео, которое я снял лично, когда еще в сентябре 2017 года они уже начали там разрывать экскаватором съезд, то есть к морю. То есть такая же ситуация и с лагерем Отважный у нас в Судаке. То есть это такая себе бывший лагерь Отважный, который пережил и распад Союза, и как бы вот на Украине он был. И в 2014 году наши дети еще отдыхали там, как бы, в этом лагере. Сейчас там все закрыто уже все. То есть там такое, представьте, с таким микроклиматом своим. Там в горах такая долина. В этой долине располагался лагерь. Сейчас там все уже закрыто, то есть развал, все это специально развалили. Но якобы говорят, что там будет карьер. Но я думаю, что там будет, видать, тоже какой-то типа коттеджный. Потому что крымская земля, она сейчас, именно вот этот инструмент такого откупа, как бы, потому что, знаете, бюджетные деньги, которые поступают, это как бы, ну, понимаете, что такое, как говорил
попандопала за бюджетные деньги, голову откручу и скажу, что так и было. Поэтому чиновники боятся этого. Частный капитал сюда не заходит в связи с санкциями, экономика лежит на лопатках, поэтому что остается, конечно же, крымская земля. Нет такого гражданина, который бы не мечтал иметь домик на берегу моря. Поэтому земля, она даже при санкциях все равно будет дорожать, тем более, если все-таки откроется мост, земля подорожает как бы в Крыму. И что получилось? При Украине здесь была такая ситуация, что земли Гослесфонда практически не трогались. Там только могло себе позволить, там Орлино, это охотхозяйство, которое было при Украине, там при Януковиче, там элитное, что они пытались создать, там как бы частное, тоже там что-то они то ли частично законно, частично незаконно урвали эту территорию. Сейчас они как бы уже добились как бы законного, там, или частично тоже законного обоснования своих действий. Полминуточки остается. Но при Украине вопрос решался в Совете министров Украины, чтобы земли Гослесфонда можно было взять там в аренду или куда-то. То есть, а сейчас отдельный князек, то есть он распоряжается одноособно землями Гослесфонда. Он может отдать кому хочешь в аренду, забрать. То есть, такое получается. Спасибо вам большое. Еще хочу. Спасибо, Дмитрий. К сожалению, время подошло к концу. Обязательно свяжемся с вами в следующих программах. Дмитрий Демчук, инженер лесного хозяйства, бывший лесничий Приморского лесничего. Говорили о ситуации с лесами под Севастополем. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по номерам 8 800 10 06 926 044 490 29 05. Пишите в Твиттере, предлагайте свои темы программ. И заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции. Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода». В ній разом з фахівцями та експертами ми розбираємося у важливих актуальних